В столичном отеле «Йылдыз» состоялась деловая встреча, посвященная развитию и перспективам отношений между Туркменистаном и Австрийской Республикой. Мероприятие прошло в гибридном формате. Представители туркменского бизнеса и официальных кругов присутствовали в зале, в то время как австрийские компании присоединились к обсуждению в режиме онлайн. Ключевым моментом встречи стало выступление главы туркмено-австрийского общества Неды Бергер. Участники детально обсудили текущее состояние двусторонних связей, отметив их высокую динамику и стабильный рост. Особый акцент был сделан на будущих совместных проектах и внедрении инноваций и расширении деловых контактов в различных секторах экономики. Организаторы и гости мероприятия также адресовали Неде Бергер теплые поздравления по случаю ее недавнего награждения большим золотым знаком за заслуги перед федеральной землей и городом Веной. Присутствующие подчеркнули ее многолетний весомый вклад в сближение двух государств и укрепление дружественных уз между народами Туркменистана и Австрии. Встреча в очередной раз подтвердила взаимную готовность сторон к выводу экономического и культурного партнерства на качественно новый уровень. Я благодарна уважаемому герою Аркадага за все 18 лет поддержки всех проектов нашего австрийско-туркменского общества. Это венские балы в Ашхабаде, в Аркадаге, это создание уникального в Европе туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкенеш». Это говорит о признании руководства города Вены к моей деятельности, к деятельности австрийско-туркменского общества. Это доказательство большого интереса к Ашхабаду, к Туркменистану, ведь у нас две нейтральные страны – это Туркменистан и Австрия. Я очень люблю Туркменистан, и, как вы знаете, к моему юбилею 2 года назад уважаемый герой Аркадаг прислал мне книгу моих стихов на 4 языках – русский, туркменский, английский, немецкий, под названием «Я люблю тебя, Туркменистан». И я ему очень благодарна. 17 страниц предисловия, где он описывает всю деятельность австрийско-туркменского общества за все 18 лет. Спасибо, мира вам и добра.